Да, но я вот вижу уже много новых лиц, это уже большой успех, друзья. Тормышларын, тәннәрен Аллаһка багышларлар. Һәм шушыңа күрә Ибраһим алейхиссалам Аллаһ Тәала каршысында дәрәҗәсе тагыннан зурап үсте һәм аның исеме Халилуллаһ булды, Аллаһның дусты. Чөнки Аллаһның әмерен һич шиксез үтәргә дә риза булган иде. Менә шушындан бирле калып, бу безгә инде Ибраһим алейхиссаламның сөннәте булып килә. Ел сайын шушы тарихны искә төшереп, курбанлык китерү, курбан итү. Всем привет, меня зовут Аделина. Мы сегодня находимся в штабе татар. Здесь прекрасная обстановка, мы общаемся, играем, знакомимся с новыми людьми. Пришли 10 сентября в штаб татар, на улице дождь, а тут уютно, все как будто родные, знакомимся, трапезничаем, все классно. Вызвал Драгус. Не работают? В Казахстане работают только. Всем привет, меня зовут Эльвира, я родом из города Уфы тоже. Я являюсь аспиранткой Сеченовского университета, третий курс. Работаю в области создания искусственного папного сердца. Увлекаюсь, наверное, танцами, трекинг, туризм, такие вещи. Но еще являюсь финалисткой Татар Куза 2020. Вау! Всем привет! Меня зовут Асия, я уже не студент, я работаю. Закончила строительный университет, я из города Пенза, работаю инженером потока. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18. Так как у нас здесь штаб татар, и хотел бы вас спросить и предложить, если мы в будущем, да, вот для таких как вы, организуем здесь именно вот на этой площадке, как вечер бааза, вечер урока, вопросы-ответы о религии, о чем-то новом, об исламе, если я буду приходить и вам рассказывать не только 10-15 минут, а именно около получаса, минут 40 на интересные актуальные темы, будет ли это для вас интересно, если мы создадим такую площадку и будем встречаться? Вот сегодня, например, я думаю, у многих у вас тоже возникли некоторые вопросы, но ввиду того, что вы меня видите в первый раз, есть такая некая скованность. И неудобно подходить, вроде хазрат, вроде вдруг не так поймут, вдруг как бы некрасиво, неудобно. И я сам через это тоже проходил и тоже прекрасно вас понимаю. И, ну, приблизительно мы одного возраста, лет на 10 вот я, возможно, старше, а не такой уж старый, мне всего 31 год, мне тоже 32, оказывается, недавно исполнилось, но ощущение, да, еще молодости. И поэтому я вас хочу спросить, если мы сделаем вот такое, будет ли это актуально и сможете ли вы приходить именно для религиозных уроков? То есть именно слушать, не для того, чтобы что-то записывать, там что-то потом сдавать, что-то заучивать, а именно что-то спрашивать, на что-то получать ответ. Вот, например, когда мы там сидели, в общем, такую актуальную тему поднял, тему никаха. Например, молодежь сегодня не знает, каким образом вести себя в супружеской жизни. Это не только там внешняя сторона, но есть еще много религиозных вопросов, которые мы, мусульмане и мусульманки, не знаем. А когда сталкиваемся с проблемами, нам нужны имамы, нам нужны хазраты. Вот на сегодняшний день почти каждую неделю поступают телефонные звонки и говорят: хазрат, как нам поступить? Вот у нас 4 детей, мы вот развелись, я ушла. Снова хочу вернуться к мужу, но никак у нас испорчен. Что нам делать? И вот очень много вопросов на сегодняшний день связано с этим.